Исследователи-натуралисты поработали и над пернатыми, и над домашними питомцами, и даже занялись жителями дикой природы. Их детище – это плод причудливой страсти разных видов. Какие же дивные звери поселились в этом списке? Перлин – пернатое создание, рожденное от союза сапсана и дербника, славится своими охотничьими способностями. Этот сокол очень популярный среди английских аристократов, помогает в ловле мелких птиц на открытых пространствах. Его основная добыча – куропатки, жаворонки и голуби. Название перлин образовано от сложения двух первых слогов пород родителей – перегрина, сапсана и мерлина, дербника. Орлиный гибрид. За недавним экспериментом петербургского сокольника Сергея Щеголькова следили орнитологи всей планеты. Скрестив орла-могильника и беркута, он получил элегантную хищную птицу. Такой же длинный, как у беркута, хвост помогает хорошо маневрировать, а широкий размах гарантирует высокую скорость. Гибрид прошел испытания на зимней охоте и теперь используется при ловле зайцев. Помесь снегиря и канарейки. В 1961 году в немецком журнале появилась статья, описывающая выведенного в неволе птенца кеннеря и самки снегиря. Нижняя половина тела детеныша была ржаво-красного цвета, а крылья и хвост коричневые. Зарубежный опыт удалось повторить лишь раз. Как доказал ученый Борис Монтиефель, скрещивание тропических птиц и жителей лесов – дело нелегкое. Бандук. С арабского название маленькой красочной птички, появившейся от щегла и канарейки, переводится как плут. Бандуки могут с легкостью стать украшением любого дома. От яркой канарейки они наследуют зеленоватую спинку и желтую грудку, а от щегла – оранжевую маску вокруг клюва. К сожалению, получить потомство от таких гибридов пока не удается. Волк-собака. В 1998 году исследование Американской ветеринарной ассоциации показало, в США проживает более 300 тысяч волкособак. Соединение двух родственных видов очень продуктивно. Так возникли аляскинские маламуты и сибирские хаски. Даже немецкие овчарки имеют в своей родословной и волков, и собак. Единственный минус подобного генетического вмешательства – это непредсказуемые поведенческие и физические характеристики зубастого детеныша. Верблюлама. 14 января 1998 года мир узнал о новом обитателе азиатского скотного двора – верблюламе. Ученые постарались на славу, осуществив искусственное оплодотворение животных, отличных не только по размерам, но и по месту обитания. Детеныш жителей Южной Америки и Азии обладает длинным, как у верблюда, хвостом и короткими ушами. Его крепкие ноги способны выдержать самую длительную поездку по пустыне. Саванна. В 2001 году список Международной ассоциации кошек пополнился новой зарегистрированной породой. Саванна, появившаяся вследствие скрещивания африканского сервала и обычной мурки, очень предана и ласкова. Это животное, отличающееся огромными ушами, можно водить на поводке и даже дрессировать. Но самые смелые и безумные эксперименты проводились над неодомашненными представителями фауны. Лига. Звери, появившиеся на свет от матери тигрицы и отца льва, считаются самыми крупными котами в мире. Рост лигра геркулеса, обитающего в Майами, составляет около 3 метров, хотя эти животные редко приносят потомство. В 2004 году 2 маленьких лигрят родились в зоопарке Новосибирска. Кстати, тигрольвы, ставшие результатом скрещивания львицы и тигра, наоборот, отличаются миниатюрностью. Пизли. В 2006 году Джим Мартел, охотившийся на канадской территории Арктики, застрелил дивного зверя. Идентификация трупа, проведенная в лаборатории Британской Колумбии, подтвердила, это детеныш гризли и белого медведя появился на свет без участия человека. Гибридные медвежата рождались и ранее, например, в зоопарке немецкого Галле еще в 1874 году. Пчела-убийца. Эксперимент по скрещиванию европейских пчел с видами из Африки известен своими печальными результатами. 26 семей, рожденных в лаборатории университета Рио-Клара, вырвались на волю и долгие годы терроризировали всю округу. Жертвами укусов стали 150 людей и сотни животных. От чудовищных гибридов не спасали даже огнеметы. Самое известное животное гибрид, помесь кобылы и осла, получившую название мул, использовали еще в средние века. Мулы сопровождали конкистадоров в покорении Америки и перевозили пушки в годы гражданской войны. И сейчас этот вьючий скот, унаследовавший от матери скорость, а от отца выносливость, очень популярен в хозяйстве.
Хотя мулы не приносят потомства, они могут работать до 40 лет. Отправился человек в море и попал в шторм. Его отнесло на остров, где не было мужчин и жили только девушки. Утром проснулся он весь в веревках на каком-то ритуале и узнал, что его хотят убить. И попросил он последнее слово. После того, как он сказал его, девушки смастерили ему лодку, дали еду, воду и отправили домой. Что он сказал?